Здравствуйте, уважаемые коллеги и студенты! Сегодня у нас самостоятельная работа студентов. Одной из главных задач СРС – это формирование высококультурной личности, так как только в самостоятельной интеллектуальной и духовной деятельности развивается человек. Умение самостоятельно работать вырабатывает у студентов желание быть уверенными, самостоятельными, эрудированными и неординарно мыслящими. В СРС по русскому языку включен такой вид работы, как выразительное чтение наизусть стихотворения. Сегодня, когда мультимедийные компьютеры, современная виртуальная реальность оттеснили живое общение, мне кажется, такой вид работы очень актуален. Ну, тогда начинаем нашу работу. Основная цель, значит, цель сегодняшнего занятия, да, развивать воображение, повышать интерес к чтению, расширять кругозор, воспитывать любовь к великому русскому языку через творчество Пушкина. Ну, вначале я хочу вам показать ералаш. Прошу внимания. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение. Ой, извините. Не там. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение. Как гений чистой красоты. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты! Как мимолетное видение. Как гений чистой красоты. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение. Как гений чистой красоты. Ты кто, дрюк кучерявый? Что значит кто? Пушкин. Александр Сергеевич. А что тебе от меня-то надо? Так, ты сегодня литературу прогулял? Ну, прогулял. Угу. Стихотворение мое не выучил. Не выучил. Так вот знай, пока не выучишь, я от тебя не отстану. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение. Не как надо, дяденька гений Пушкин! чистой красоты. Я все понял. Выучу.
Я помню. Угу. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь. Ну что ж, Сидоров, 5. Сидоров, Грозный? ты по что вчера историю прогулял, а? Иди, учи историю, ну! Так, вот такой вот Ералаш. Я делаю паузу. Пожалуйста. Какой смысл? К чему призывает Ералаш? Ну, читать книги, литературу, любить литературу там. Ага. Ну, Пушкин, он великий поэт, и мы вот обязаны, да, знать хотя бы вот самые знаменитые произведения. А еще вот, что преподаватель, наверное, тоже, как и Александр Сергеевич Пушкин, не отстанет от вас, да, пока не сдадите наизусть его стихотворение. Ну, дальше пошли. Да. Послушаем романс на стихи поэта. Я помню чудное мгновение. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты, и снились милые черты. Шли годы, бур порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты, твои небесные черты. Глуши во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и
прослушали романс на стихотворение поэта. Теперь очень много было снято фильмов, мультфильмов по произведениям Пушкина. Сейчас давайте вернемся немного в детство. Вспомним свое детство, потому что мы выросли на этих сказках, на этих мультфильмах. И он был грешен. Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой. Правду молвить молодица, уж и впрямь была царица. Высока, стройна, бела, и умом, и всем взяла. Но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива. Ей в приданое дано было зеркальце одно. Свойство зеркальце имело, говорить оно умело. С ним одним она была добродушна, весела, с ним приветливо шутила и, красуясь, говорила. Да, можете выключить? Зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Да, видно. На свете всех милее, всех румянее. Это сказка. Какая сказка? Сказка о мертвой царевне и Седьмого, да? Молодец, да, дальше пошли. Сказка о царе Салтане, да? Это? Там рыбка какая у нас? Золотая рыбка. Сказка. Золотая рыбка. Дальше. Следующая сказка. А там уже написано, оказывается. Написано, да? Да, сказка о царе Салтане. Ну хорошо, ничего страшного. Посмотрим. У нас связь. И роди богатыря мне к исходу сентября. Значит, это наша сказка, любимая сказка о царе Салтане, да? Салтане. Голубушки, сестрицы. Да. Вспомним вот это произведение. Или опять указывается? Русалка на ветвях синит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дом, видений полный, там на заре прихлынут волны, на брег песчаный пустой. У лукоморья дуб зеленый. Какое произведение? Руслан и Людмила. Поэмы, да, из поэмы. Да, поэма Руслан и Людмила. Молодец. Теперь вот, ну-ка послушаем. Звук не слышен, да? Звук не слышен? Да, Ваши слова не слышны. Ваши слова не слышны. А только мои слова, да, слышны? А так? Да. Не, вас не слышно, а вот звук слышно. Да. Ну, хоть сюжет видите, да? Сюжет видите? Да. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать?
Теперь я знаю, в вашей воле меня Что у презрение. нас письмо? Но вы к Письмо Татьяны Конегина. Евгений жалости Онегин храня, читает письмо вы не Татьяны, да? оставите Молодец. Да. Я Ну, сейчас, если посмотрим, сможем ли услышать стихотворение. Памятник себе возьми. Нет? Я Пушкину. памятник себе воздвиг нерукотворный. Чтение стихотворения. Не слышите? К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет и тление убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет Вот. хоть один пи. Вот такие Можно я продолжу? чтения мы читали, да, в школе. Да. Теперь вот следующий слайд задания. Пожалуйста, нужно составить диалог на современный лад. Любой диалог. 2-3 реплики на данную Они о ситуацию. чем говорят, да? Да, о чем они говорят? Ну, они жалуются. Сейчас, подождите, сейчас. Вот такой вот. Вот такая вот ситуация. Это Старик и старуха, да? из сказки «Золотая рыбка», да? Рыбка, да. Рыбка. Старик море? Да. Старуха жалуется, «Золотая да? рыбка», сказка о золотой рыбке. Так, пожалуйста, диалог. 2-3 реплики. О чем они, может быть, спорят? Почему старуха обижена? Ой, старам нотраменса. Инстаграм? Типа, он на меня не подписался. Этот старик на меня не подписался. Что, я такая ужасная, что ли? По одному. Гузель, пожалуйста. На летчиках ездят, а мой рыбак какой-то. Адыл вашни? Что там? Адыл, у вас диалог. Поднять руку. Все старики как старики, красивые, нарядные, на машинах ездят, а мой какой-то рыбак в лохмотьях. Это старуха думает, да? Молодец. Гузель. Ты что, старуха, не видишь, какой я красавчик? Вообще-то на меня в Инстаграме 1000 девочек подписаны. Ага, хорошо. Таких молодых, красивых. Молодые, красивые, стройные, не такие, как ты, старушка. Старик, просто у тебя в Инстаграме ни одного фото своего нету, вот поэтому я на тебя подписан. Ага. Да ты посмотри, там вообще Стив Джобс стоит, это же я, ты чё? Ну, молодцы. Видите, на эту иллюстрацию можно придумать вот такие вот интересные диалоги, да? На современный лад у вас получилось. Ну, наверное, им надоело сидеть на карантине, да? Ну, и старуха. Скоро отменят карантин. Ладно, да. Значит, все, на этом я слайд останавливаю, я возвращаюсь к вам. После всего увиденного, услышанного, вы должны мне рассказать стихотворение, которое вы подготовили на сегодняшнее занятие. Пожалуйста, Гузель, начинайте. С вас начнем. Александр Сергеевич Пушкин, «Я помню чудное мгновение». Замечательное стихотворение. Да. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной
В тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Молодец, Гузель. Осконбаев, пожалуйста, ваше стихотворение. Молодец, Гузель. Осконбаев. Ладно, узник, мое стихотворение. Ну, давайте. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвит хочет: давай улетим. Мы вольные птицы, пора, брат, пора. Туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляет лишь ветер, да я. Молодец. Да, Эрмек, пожалуйста, что подготовили? Эрмек. Александр Сергеевич Пушкин, «Лукоморье, дуб зеленый». Ага, хорошо. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на невидимых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол виденных полны, там о заре прихлынут волны на берег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою ягой идет-придет само собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Молодец, молодец. Мухтыбек, пожалуйста, что подготовили? Мухтыбек? Александр Сергеевич Пушкин, я вас любил, любовь еще быть может. Ай, прекрасное стихотворение. Слушаю. Я вас любил, любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, когда и вам Бог любимый быть другим. Молодец. Мама, следующий кто? Можно я? Давайте. Кто? Абдул-Басит? Александр Сергеевич Пушкин. Нет, я Манас. Александр Сергеевич Пушкин, я памятник. Я памятник. Памятник, да? Рукотворный. Манас. К нему не растет народная тропа. Вознесся выше, он головой непокорной, Александрского столпа. Нет, ведь я не умру, душа заветной лири, мой прах переживет, ветленно убежит, и славен буду я, доколе в подлунном мире жив будет хоть один пит. Слух обо мне пройдет во всей Руси великой, и назовет меня всех сущий вине язык. И гордый внук славян, и фин, и ныне дикой, и друг степой калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в моей век, жестокий век, восславил я свободу, что добрые чувства я людей пробуждал. О, волю Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца.
Извините, пожалуйста, Манас, у нас время истекло. Молодцы, ребята. Вы доказали, что Александр Сергеевич Пушкин, он живет в ваших сердцах. Спасибо за участие, за нашу работу. Интересно, да? Значит, СРС, самостоятельная работа СРС должна проводиться не просто пришел, сдал, ушел, а чтобы студентам было интересно. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Молодцы, ребята.